Доброе утро, мы приветствуем, как всегда, наших любимых телезрителей. Вы смотрите «Утро Якутии». В студии Дарья Анкехова и Павел Танин. И, как всегда, мы просыпаемся вместе с нашей любимой республикой. Тем более, что на календаре 21 февраля, вторник, который на этой неделе можно считать средой. Люблю я такие недели, когда дни недели облачаются в другие дни недели. Вот. Редко это бывает, но, тем не менее, нужно всегда радоваться тому, что есть. Собственно, это, тем не менее, не повод утро провести как-то по-другому, поэтому будем заряжать вас на максимально полезный день, на максимально с улыбкой, чтобы он прошел, и вообще с хорошим настроением. Ну и, как всегда, давайте наперед забежим и поговорим о том, что ждет нас сегодня в течение эфира. Сегодня мы будем говорить о проекте «Лига здоровья», который в данное время реализуется у нас в Якутии. Затронем тему возвращения сезонного перевода стрелок часов на летнее и зимнее время. Узнаем, ждет ли вообще это нас вновь в ближайшем будущем. Также мы обязательно расскажем, как 8-летняя Кристина из Челябинска стала пекарем, чтобы помочь своей любимой маме. Поддельные смартфоны. Что это такое и как они помогут в лечении зависимости от телефонов? И совсем скоро в нашей студии мы ждем уважаемого режиссера, который расскажет о премьере своего фильма. И обязательно он придет не один, а с главным героем. А кто это будет, узнаете совсем скоро. Ну и не забывайте, конечно, что у нас есть телеграм-канал, куда вы можете подписаться, точнее, на который можете подписаться, следить за разными новостями, которые в течение дня также выходят. QR-код можете сосканировать при помощи своего смартфона, видите его на экране, либо по ссылке, которую видите, можете перейти. Ну или третий вариант, просто взять и в поисковике Телеграма вписать «Утро Якутии» маленькими буквами, и все у вас получится. Ну и, как всегда, наш эфир мы начинаем с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 35 градусов. В заречной группе Улусов минус 47. В южных районах 15-18. В Вилюйской группе 12-16 градусов ниже 0. В Нижнеленских до минус 29. В западных районах 12-20 со знаком минус. В Колымандигирской группе Улусов до минус 35. В Янских районах 40-45. На северо-западе температура воздуха ожидается до минус 11 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 35 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 15 метров в секунду. Сегодня днем небольшой снег. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 25 градусов. А сегодня 21 февраля на календаре, и все буддисты отмечают наступление Нового года по лунному календарю. Сагалган имеет разные названия в зависимости от места проживания буддистов. Отмечают его в нескольких регионах России и в некоторых государствах. Встречают этот праздник в чистоте. Верующие люди соблюдают однодневный пост, а по завершении буддистов ждет белая пища, которая преимущественно состоит из молочных продуктов. Отличный праздник, и в этот день каждый желающий может поздравить близких, сделать им подарок и провести время с родными и близкими. Особое внимание уделяют старшему поколению. В честь Сагалгана в Бурятии отмечен выходной день. Ну и также сегодня тоже такой важный день для всех россиян, потому что президент России Владимир Путин обратится сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Трансляция мероприятия начнется в 12 часов дня по московскому времени. Я думаю, это сегодня хороший повод провести время у экрана своих телевизоров именно в этот период времени, потому что, конечно, мы все переживаем за будущее нашей страны, и я думаю, будет очень много полезная, самое главное, очень важная информация для нас, для всех граждан Российской Федерации. Ну а помимо этого, конечно же, каждый день он отмечен какими-то событиями, которые уже, можно сказать, исторически как-то сложились. И вот, например, сегодня отмечают неофициальные, но весьма хорошие праздники. Например, День женского счастья и праздник жизни. А профессиональные праздники сегодня отмечают фельдшеры и экскурсоводы. С другими датами этого дня познакомимся в традиционной рубрике «Даты и события». На календаре 21 февраля. Сегодня отмечают Всемирный день экскурсовода, Международный день родного языка, День фельдшера, День булочек с повидлом, День чтения поздравительных открыток.
По народному календарю в этот день почитают память пророка Захария Серповица. На Руси в этот день посвящали подготовке к полевым работам. Люди чинили инструменты, главное внимание уделяли серпу. Его окропляли водой, освященной на крещение. Люди верили, если серп показать молодому месяцу, то будет хороший урожай. Молодежь устраивала вечеринки и посиделки. Этот день считается благоприятным для проведения свадеб. Не рекомендуется проводить хирургические операции и посещать стоматолога. События в этот день. В этот день прошли испытания паровоза с вагонетками, первого в мире железнодорожного локомотива. Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали манифест коммунистической партии. Император Александр II подписал указ о создании в Москве Государственного исторического музея. В этот день образована Государственная комиссия по электрификации России. В Москве открылся первый в Советском Союзе международный кинофестиваль. Состоялась презентация первого в мире видеофильма. Было создано агентство печати новости, ныне РИА Новости. В Советском Союзе произведен запуск искусственных спутников Земли «Космос-54», «Космос-55», «Космос-56». В этот день родились Петр III Федорович, российский император; Федор Толстой, русский живописец, скульптор, тайный советник, вице-президент Императорской академии художеств; Лео Делиб, французский композитор; Петр Кончаловский, российский и советский живописец, народный художник РСФСР; Хэри Стекс Салливан, американский психолог и психиатр, основатель интерперсонального психоанализа; Лев Атаманов, советский российский режиссер-мультипликатор, народный артист РСФСР; Вера Алентова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России; Алан Рикман, британский актер театра и кино, режиссер; Николай Расторгуев, советский и российский певец, лидер группы Любэ, народный артист России; Чак Паланик, американский писатель и журналист. Именины сегодня отмечают Федор, Теодор, Степан, Сергей, Семен, Сава, Петр, Макар, Захар, Андрей, Александр. Сегодня 21 февраля, и в День родного языка выходят два документальных фильма режиссера-документалиста Ивана Кривогорницына «По следам великой НГСИ» и «Жизнь Макара Явенкоде», путника из рода дальних людей. Сегодня сам режиссер, а также герой его фильма в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Иван Юрьевич, первый вопрос будет, конечно, к вам. Да? Сразу два фильма, премьера в один день. Вот с чем это связано и что ждет зрителя? Ну, премьеры были приурочены к декаде родного языка. И конкретно сегодня Международный день родного языка. И два фильма рассказываются о судьбе, культуре коренных малочисленных народов. Первый фильм «По следам великой НГСИ» — это об ученом Глафире Макарине Васильевич, который сыграл огромную, вообще решающую роль в развитии культуры, письменности эвенков. А второй фильм «Жизнь Макара Явенкоде», моего друга Макара Семеновича Курилова, «Жизнь путника из рода дальних людей». Макар Семенович оленевод, мелодист, поэт, вообще замечательный человек, который представляет юкагирскую культуру, юкагирский народ. Очень хороший народ, который, несмотря что их мало, они несли абсолютно мощную роль в развитии культуры, литературы всех северных народов. Вы все знаете про братьев Куриловых, Семена Курилова, который написал гениальный роман «Ханидо и Халирха». Макар Семенович, вот вопрос такой, ну, о вашей как бы деятельности мы еще поговорим. Интересно, как с Иваном Юрьевичем познакомились вы? Ну, познакомился я после того, что как... Да, познакомил нас Вячеслав Шадрин, да, мой однокурсник, историк, председатель общины, юкагирской общины. Он сказал, есть замечательный человек, юкагир, поэт, вот такой мощный человек, и я позвонил ему. Давай дальше. Да. Он позвонил и говорит, вот, я хочу снять документальный фильм о тебе,
я очень удивился. Но думал, есть другие люди у нас, в народе Юкагеру. Поэтому немножко я подумаю. И звонил Гаврилу Николаевичу Курилову, Луруадон, старейшину нашему. Улур-Ада, это тоже средний брат Семена Курилова, величайший человек тоже, ученый. Он мне говорит, Макар, надо. Надо. Так что снимайся, иди. И после этого согласились, да? Ну, действительно, ваша жизнь — это не просто такая, знаете, очень интересная база для мощного фильма, для киноленты, да? Вот один из таких интересных фактов, да, вы после 50 лет поступили в колледж культуры. Вот что вас подвигло и для чего вы это сделали? Ну, к тому времени у меня был коллектив в поселке Терском, юкагирское название Халерха, что в переводе «розовая чайка». Тогда у меня уже большой коллектив был, 24 человека. Ну, а у меня образования никого нету, и вдруг мне говорят, вот сейчас оптимизация будет, и у вас образования-то нету никакого. Придется под сокращение попадать. Надо вам учиться. Ну, Таким образом вы стали студентом? учиться так, учиться. Учиться никогда не поздно, опять же. Конечно, конечно. Да. Да. Но еще помимо этого, насколько известно нам, вы также являлись и нашим коллегой, работая вот в Черском филиале нашего телевидения. Такой опыт тоже был? Да, такое тоже было. Просто мне тоже предложили. Так. Кстати, вот Сметанина Наталья Дмитриевна, ведущая программы «Геон». Вот она предложила и познакомила. Здесь ходили. И я согласился. То есть вам в жизни всегда как-то везет, да? Вам все время предлагают какие-то интересные такие авантюры, я бы, можно сказать, да? Я бы сказала даже, и вы соглашаетесь. Вы такой человек, открытый ко всему, да? Ну, я к тому времени уже освоил компьютеры, программы, вот, монтаж. То есть, в принципе, предпосылки были, да. Да. Мы сейчас прервемся на короткую паузу, после которой вернемся и продолжим наш разговор. Доброе утро, Якутия! В студии Кристина Якупова. Главный радиочастотный центр готовится к запуску системы ВЕПР для выявления потенциальных точек напряженности в сети, способных перерасти в информационные угрозы. Запуск запланирован на вторую половину 2023 года. Разработка ведется с прошлого года. На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование. Уточняется, что ВЕПР с системой распознавания образов запрещенной информации «Окулус» входят в единую систему мониторинга информационного пространства. Правительство России выделит 30 российским вузам более 10 миллиардов рублей на развитие передовых инженерных школ в этом году. Эта сумма в несколько раз больше, чем в прошлом году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В кооперации с промышленными партнерами университеты продолжат работу по укреплению кадрового потенциала России. Мишустин отметил, что у нас очень много талантливых ребят, которые способны приумножить успехи российской инженерной мысли. Он также сообщил, что в деятельности инженерных школ теперь смогут принимать участие и школьники. Каждая потенциально опасная собака должна быть обучена и поставлена на учет, заявил глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев, обсудивший с кинологами проблемы нападения собак на людей. По его мнению, владельцам таких собак нужно проходить соответствующую подготовку и получать сертификат. В свою очередь, руководство Российской кинологической федерации отметило, что проблему решить не удастся, пока не будет введен тотальный учет собак. В частности, они предложили сделать учет добровольным, а через несколько лет обязательным.
Классный час, разговор о важном и патриотический урок по теме памятных дат воинской славы Отечества провели в Павловской школе имени Василия Конешникова Мегина Кангаласского Улуса. Мероприятие провели в рамках месячника патриотического воспитания в республике. Такие мероприятия проводятся, чтобы вспомнить тех, кто воевал в мирное время, исполняя свой воинский долг защитника Отечества. Как и я и планировал, в принципе, посещение одного из учебных заведений Якутии для того, чтобы выступить, для того, чтобы рассказать, что должна быть обратная связь Якутия, Владивостока и в Приморский край в целом. Я убедился в том, что здесь всегда готовы оказать гостеприимство. Я считаю, программа, с которой я планировал прибыть, достойно будет отмечена в кругах моих организаций общественных. Ну, здорово, слов просто как бы не хватает, переполняет. Скалолазание планируют включить в перечень демонстрационных видов спорта в международных играх «Дети Азии», которые пройдут в Якутске в 2024 году. Этот вопрос обсудили во время круглого стола по развитию данного вида спорта в республике. Для того, чтобы скалолазание вошло в программу, первым делом в спорткомплексе Дахсун в кратчайшие сроки должны возвести скалодром, отвечающий олимпийским стандартам. Отметим, в Якутии скалолазание в основном развивается в системе образования. Скалолазные стенды имеются в 8 школах республики. С целью обговорить дальнейшие планы в этом направлении в столицу региона прибыл вице-президент Федерации скалолазания России Станислав Лабзов. Все-таки строительство скалодрома – это лишь первая ступень для развития спорта, потому что во многих уже регионах страны и странах Азии этот вид спорта культивируется давно и на высоком уровне. И сегодня спортсмены стран Азии, они являются мировыми лидерами. И нужно также в регионе усилить подготовку спортсменов, усилить подготовку тренерских кадров. И это нужно делать уже силами региона. Минтранс России считает необходимым создать в регионах России парковки и инфраструктуру для использования электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности путем интеграции их в транспортную систему. Необходимо разработать планы на весенне-осенний период, назначив ответственных чиновников. Минтранс предлагает мотивировать использование гражданами средств индивидуальной мобильности в качестве альтернативы общественному и личному автотранспорту для передвижения на расстоянии до 5 километров. И это «Утро Якутии». Мы приветствуем всех, кто, возможно, только присоединился к нашему эфиру. До ухода на небольшую паузу мы говорили с нашими утренними гостями, а это люди не просто так пришедшие сегодня в наш эфир. Да? Сегодня стартуют две очень замечательные картины. Это «По следам великой Энгельси» и «Жизнь Макара Явункоды», путника из рода дальних людей. И эти картины стартуют сегодня, премьера будет. И, конечно, мы обязательно пригласили в студию режиссера, а также непосредственно главного героя одной из картин, и говорим именно на эту тему. Иван Юрьевич, вот, мы уже, в принципе, до паузы поговорили о такой интересной жизни Макара Семеновича, да, что в 50 лет поступить в колледж культуры и вообще заняться так творчеством. А как вы конкретно вдохновились этой историей? Да, в прошлом году Москва, Федеральный фонд поддержки регионального кино объявил конкурс и отправил 2 заявки. И я выиграл. Я думал, что одна выиграет заявка, а я выиграл 2. И там 50 человек выиграло. И среди них я единственный, кто выиграл 2 заявки. Я снимал 2 фильма в течение года. Вдохновился я произведениями великого якутского писателя Семена Курилова. И Ханидой Халерха этот еще раз пересчитал. Я еще до армии там давно читал, и сейчас, после многих лет, прочитал это. Мне очень понравилось, совсем уже по опыту жизни. И я связался со своим другом Вячеславом Шадриным. Мы вместе учились когда-то. И он председатель общины юкагирской. Он юкагир, правда, он Одол, да, Одол, из Верхнеколымского, из села Нелемное. Макар, он из Нижней Колымы, он Вадол. 2 разные. Да.
Совершенно. Да, и он сказал, есть замечательный человек, Макар Семенович, вот такой, оленевод был, потом это сделал. Я такой, о, ничего себе, что за человечище. Что за человек? Да, где мой, его телефон, да, я ему позвонил, он сказал, ладно, я посоветуюсь с духами земли, там обращусь к небесам, старейшинам. И сказал, перезвоните через неделю. Я так ждал, похудел даже на 5 килограммов. И, наконец, он мне позвонил, и мы договорились. Иван, а если все-таки говорить про картину, да, вот какой зритель, для кого это будет интересно? Давайте начнем вот по следам Великой Энгиси. Для кого эта картина? Какой примерно возраст, возможно, женщины? Про что история это? Великая Энгиси – это замечательная ученая Глафира Макаровна Васильевич. Она родилась в конце 19 века, пережила 3 революции. Революция, гражданская война, Великая Отечественная, блокада, репрессии, ГУЛАГ. И вот, несмотря ни на что, она создала письменность, азбуку, словари для эвенков. И это гениальный человек. И самое удивительное, в 70-м году, год до своей смерти, она завещала всю свою коллекцию, которую она собирала в течение 70 лет, нашей якутской национальной библиотеки. И до сих пор вот через дорогу, вы не представляете, хранится, через дорогу от вашей студии, хранится уникальная коллекция этого гениального ученого. Насколько мы знаем, опять же, вот в эти дни и выставка пройдет. Да, вот сегодня будет уникальная выставка именно из этой коллекции Глафиры Макарьевны. И я работаю в Национальной библиотеке медиастудии, и там я являюсь главным режиссером. И мои коллеги поддержали меня из библиотеки, и они выставили эту коллекцию впервые за 50 лет. Эта коллекция вышла из стен Национальной библиотеки. И часть коллекции будет сегодня выставлена. Сейчас наши горожане, якутяне могут сходить в ДК Кулаковского, фойе. Там есть выставка, стоит уникальных документов, фотографий Глафиры Макарьевны Васильевич. И, конечно, сегодня перед премьерой тоже будет открытие этой выставки, рассказ. Замечательные вообще будут дела твориться сегодня вечером в Якутске. Поэтому приходите, давайте проанонсируем, во сколько часов мы должны быть. Дорогие горожане, жители города Якутска, гости нашей столицы замечательной, сегодня в 6 вечера в ДК имени Кулаковского, кинозале «Россия» состоятся премьеры 2 документальных фильмов. «Жизнь Макара и Иванкода», «Путника из рода дальних людей» и «По следам Великой Энгиси». Приходите. Приходите, пожалуйста. Фильм будет у нас специальный гость из города Иенгры, из села Иенгра. В Нюрнберге приедет главная героиня фильма «По следам Великой Энгиси». Это молодая венкийка, юная Катя Максимова, ей всего 18 лет. Она в прошлом году ездила, и она искала следы самой Глафиры Макарьевны в Петербурге и в Венгрии. Потому что в Венгрии она приезжала 2 раза. В 1947 году и в 1967 году. И ее прапрадед был проводником Глафиры Макарьевны. Вот очень интересные истории, да, я думаю, многие телезрители сейчас заинтересовались. Необходимо отметить, что вход на данное мероприятие свободный, поэтому обязательно посетите сегодня премьеру. Мы благодарим вас, что посетили наш утренний эфир. Конечно, вам, как режиссеру творческого вдохновения, побольше вот таких интересных картин. Ну а вам, конечно, Макар, мы желаем здоровья. Ну и, наверное, еще развивайтесь, продолжайте открывать себе новые таланты, увлеченно занимайтесь своим любимым делом. Ну и, конечно, спасибо вам за то, что бережете культуру своего народа. Ну а мы продолжаем. В России планируют вернуть переход на летнее и зимнее время. Россияне уже на протяжении 9 лет не переводят часы по сезону. В Госдуме подготовили проект закона о возвращении сезонного перевода стрелок часов на летнее и зимнее время, как это было раньше. Он отправлен на отзыв в правительство Российской Федерации. Не успели еще чиновники дать отзыв на предложение парламентария, как аналитики провели опросы, выяснили, как россияне относятся к идее вернуться к переходу на летнее и зимнее время, пишет РТ. Так, 20% россиян хотели бы жить по сезонному времени с переводом часов весной и осенью. 29 респондентов устраивает жить по зимнему времени, как сейчас, а 6% хотели бы жить по летнему времени. 35% опрошенных все равно, по какому времени жить, а 10% вообще затруднились ответить. Вернуться к переходу на зимнее и летнее время чаще остальных хотели бы респонденты старше 45
лет. Всего в опросе принимали участие 1600 человек. Безусловно, было прекрасно, когда часы переводились на час назад, и можно было поспать лишний час, но было потом грустно, когда часы переводились на час вперед, и ты спал на час То есть меньше. ты все-таки относишься Ну, к какому я- числу людей? Я отношусь, наверное, к тем, кому не хочется, чтобы опять вот это со стрелками беготня начиналось, потому что, опять же, можно забыть перевести, хотя сейчас все автоматически можно сделать. Начинается, так далее. опоздал туда, Да, раньше да, пришел да. туда. Зачем? Да, Вот да, вроде да. живем и живем. Да, все вроде спокойно. Ну а кроме того, сегодня второй день масленичной недели. Кстати, по данным опроса, опять же опроса, среди россиян масленицу любят 91% опрошенных. 39% отмечают праздник, потому что это многовековая традиция. Еще 36% любят встречаться в эту неделю с близкими за столом с вкусной едой, а 15% воспринимают масленицу как повод приготовить блины. Среди самых любимых начинок для блинов у россиян это, конечно, сметана. На втором месте икра, далее идет сгущенка и варенье. А издавна существовала такая поговорка, как не житье-бытье, а масленица. О чем это говорит и что это означает, разберемся прямо сейчас. Доброе утро, дорогие телезрители! Сейчас в феврале наступает такое замечательное время, как Масляная неделя или Масленица. Именно с этим праздником, древним славянским праздником, связана русская пословица «Не житье-бытье, а масленица». В словаре Владимира Ивановича Даля, который называется «Русские пословицы и поговорки», пословицы, поговорки русского народа, есть немножко другой вариант этой пословицы «Не житье, а масленица». Ну, нам он знаком и в том, и в другом варианте. Так вот, почему же благополучие, сладкая жизнь связана именно с этим праздником? Согласно толковому словарю Дмитрия Николаевича Ушакова, а этот словарь был написан в 1935 по 1940 годы, Масленица – это земледельческий праздник проводов зимы у древних славян и других народов, приуроченный христианами к неделе перед так называемым Великим постом, во время которого пеклись блины и устраивались различные увеселения. А энциклопедия Ньюсмейкером есть и такая энциклопедия, утверждает, что народ всегда любил Масленицу и ласково ее называл «косаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честная масленица», «веселая», «перепелочка», «перебуха», «объедуха», «ясочка». Ну, действительно, после таких слов сложно не согласиться, что наша жизнь на Масленицу полна благополучия, веселья и просто роскошная. Поэтому, наверное, и возникло это выражение не житье-бытье, а масленица. Масленица пережила даже советские времена атеизма. Правда, в это время праздник поменял свое название и стал называться «Проводы зимы». Но свои традиции и свой характер Масленица не растеряла. Давайте говорить грамотно. Всего доброго! А в Челябинской области 8-летняя девочка решила помочь парализованной маме и открыла свою пекарню. Она надеется, что в ближайшем будущем ее хлеб будет пользоваться популярностью не только у односельчан, но и у жителей соседних деревень. 8-летняя Кристина из села Серпиевка Челябинской области не сидит без дела. С тех пор, как у ее мамы парализовала половину тела из-за болезни, девочка взяла домашние заботы на себя, а также решила помогать семье финансово, выпекая хлеб. Она болеет сильно, ей нужна помощь, там ей родители уезжают на 2 дня, и мы остаемся сами тут. И можно помогать. У мамы Кристины Любови Машковской случился рецидив онкологии. После курса лечения во время МРТ врачи обнаружили новую опухоль. После операции пациентки парализовала правую сторону тела. Я не говорить не могу толком. Плохо говорю, немножко запинаюсь, заикаюсь. Говорить, ходить не могу. То есть нога, рука, так как левая часть голова, то правая часть тела, она парализовалась. Ну и все. Теперь моя карьера хозяйки закончилась.
Глава семейства Александр распределил домашние обязанности между собой и 3 детьми – Кристиной, Борисом и Львом. Дочь взяла на себя часть работы по хозяйству, а также выпечку хлеба и сдобы. Сложная ситуация жизненная, пришлось приспосабливаться. Дети единственные были, кто мог в данной ситуации помочь. Больше положиться не на кого. Надо было и по хозяйству помогать, и, соответственно, за собаками ухаживать, и на производстве работать, и дома еду готовить, и стирать, и все остальное. Мы просто-напросто проводили специальные собрания, на которых распределяли, кто чем будет заниматься, за какие зоны ответственности отвечать. Таким способом мы добились того, что у нас сейчас образовалась очень мощная и сильная семейная команда, которая способна, я считаю, что справиться с абсолютно любой жизненной ситуацией. Помимо увлечения кулинарией, Кристина очень любит читать. Девочка учится во 2 классе местной школы, делает успехи в математике и русском языке. Ей особенно нравятся книги с хорошим концом. Она большая, красивая девочка с большой, доброй, открытой душой. Всегда стремится всем помочь, очень хорошо дружит с другими ребятами. После того, как с мамой случилась такая беда, она заняла ее место, можно сказать. Большую часть по дому делает она. Хлеб тоже стала она печь сама. А вот семья активно поддерживает начинание Кристины. Папа и братья помогают девочке в выпечке, особенно при работе с духовкой. Местные жители села отмечают, что продукция домашней пекарни вкусная и всегда свежая. Испробовав ее продукцию, скажу, что продукция великолепная. Хлеб с хрустящей корочкой, мягкий ноздрястый мякиш. Сдоба тоже вся великолепна. Булочки все мягкие, нежные, румяные. В общем, все вкусно. В планах у Кристины расширить производство, чтобы продолжать финансово помогать семье. Девочка надеется, что в скором времени сможет продавать хлеб и в соседних селах. Там нанимать, я не знаю, для начала можем и сами поработать, а вот когда деньги уже начнут идти, то можно и нанимать работников, чтобы там было больше все. То есть больше хлеба и больше там денег. Ну а кроме бизнес-планов, у активной девочки есть и другие мечты – стать художницей и получить в подарок ласку. Какой замечательный пример взаимоотношений между мамой и ребенком. И мне кажется, вот говорят, самая сильная любовь – это все-таки материнская любовь. И когда дети вот так вот любят свою маму, мне кажется, это очень так восхищает любого человека. И еще один пример той самой любви – это наше поздравление, которое сегодня адресовано для прекрасной женщины, у которой сегодня день рождения. Дорогая моя любимая мамочка Винокурова Антонина Никифоровна, поздравляю тебя с днем рождения. Живи долго и счастливо. Не переживай по мелочам. Всегда улыбайся и не болей. Я тебя очень сильно люблю. Твоя дочь Катюша. Ну, я думаю, многие уже догадались, что это поздравление от нашей любимой коллеги, нашей Катерины Винокуровой. Вот решила воспользоваться, так сказать, случаем и поздравить... Служебным положением. Нет, кстати говоря, необходимо отметить, что все наши телезрители могут также поздравить своих близких в прямом эфире нашей программы. Поэтому берем пример и поздравляем своих близких, отправляем ваше поздравление на номер, который вы видите прямо сейчас на своем экране. Возможно, и у вас есть сегодня повод порадовать и поздравить своих близких. Мы с удовольствием вам в этом поможем. Да. Вообще, Даш, я тебя уже чуть Катя не назвал. Ты вот смартфон так взяла, вот часто ли ты смартфоном пользуешься? Часто ли ты его без причины просто берешь посмотреть? Вот? Да, это уже происходит на автомате. Вот, что же там? Нет, это уже на автомате. Ты знаешь, ты готовишь телефон рядом. Даже когда он молчит, это вызывает какое-то подозрение. Ты просто проверяешь, а включен ли он и все ли хорошо. Да? Вот говоря про эту ситуацию, как раз таки токийская компания разработала поддельный смартфон для лечения зависимости от телефона. Японская компания EcoDivWorks создала и выпустила на рынок поддельный смартфон Ecriphone, чтобы помочь активным пользователям избавиться от экранной зависимости. Смартфоны не вызывают у нас желания взять его в руки, особенно когда на нем особо ничего нет. Это можно назвать зависимостью. Если в этот момент у вас в руке окажется Ecriphone, вы скажете «нет, нет, 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 нет», объяснил представитель компании Такаюки Фукузава. Недавние исследования показали, что большинство пользователей смартфонов навязчиво проверяют свою
Благоустройство даже испытывают страх или беспокойство, когда забывают или теряют их, что получило название номофобия. Компания EcoDeWorks, девиз которой «Юмористическое искусство и дизайн», надеется, что их изобретение поможет изменить привычки общества и планирует выпустить свой смартфон уже в этом месяце. Стоить он, к слову, будет 3300 йен или 1820 рублей, а за дополнительные 220 йен, то есть вы можете также приобрести защитную пленку для экрана. Как же без пленки для экрана? Как ты думаешь, найдет ли этот гаджет своего покупателя? Мне больше интересно, найдет ли эта пленка для экрана свой смартфон Экрифон. Тем не менее, еще один способ избавиться от зависимости смартфоновой. Что правильно? Почитать книжку, взять. Вот так, книжка, странички, все классно. А что же почитать можно? Узнаем в следующей рубрике. Доброе утро, дорогие телезрители! И сегодня я бы хотела вам рассказать о таком произведении Ивана Сергеевича Тургенева, как «Бежин луг» из сборника «Записки охотника». По сюжету наш главный герой Петр Петрович отправился в лес поохотиться, да заблудился. Изначально была надежда выйти до заката, но уже темнело, а лес все не менялся. Как потом оказалось, Петр Петрович сделал крюк и вышел на поляну под названием «Бежин луг». Ее, как синей лентой, обрамляла река, и открывался замечательный вид на закат. Туда часто выводили пастись скот. Но так как в нем было слишком жарко и много мух, это дело оставляли на вечер. Вот и наши мальчишки не отличались. Вдалеке виднелся огонек. Петр Петрович думал, что это пастухи, а оказались обычные дети, которых отправили пастись своих коней. Он напросился к ним на ночлег и прилег неподалеку в кустах и сделал вид, что спит. Дети перешептывались, а потом уже начали говорить вполголоса. Это были обычные разговоры о том, о сём, пока они не перетекли в байки. Первым начал Илюша, лет 12, очень суровый и серьезный на вид. Рассказал про домового на фабрике, на которой сам работает. Затем Костя, мальчик, похожий на белку, своим заостренным подбородком, рассказал про плотника и русалку. Затем снова Илюша про призрака барина на плотине, про призраков у церкви и Ермила с белым барашком. Затем Павлуша, мальчик неказистый, низкого роста, рассказал про небесное предвидение. На самом деле было еще очень много самых интересных историй, но единственный, кто ничего не рассказал, был Федя, один из 5 сыновей богатого крестьянина. Он мало говорил, ибо боялся потерять свое достоинство. Рассказ очень интересный, хоть и короткий. Читается легко. Эта история идеально подойдет для холодных вечеров под теплым пледом. И на самом деле у Тургенева есть еще очень много самых интересных рассказов, с которыми я настоятельно рекомендую ознакомиться. Как мы говорили в начале эфира, в Якутии в данное время реализуется масштабный проект. Называется он «Лига здоровья». И сегодня у нас в студии Кристина Жучкова, да, простите. Заместитель председателя молодежного правительства Республики Саха-Якутия. Кристина, доброе утро. Доброе утро. Да. Кристина, что вот за проект такой интересный, и какова его основная миссия? Что он несет, да, в себе? Ну, наверное, стоит сначала обратиться к статистике. Согласно федеральной статистике государства, у нас, жители республики, как бы очень низкая приверженность здоровому образу жизни. Ну, конечно, это обусловлено рядом нескольких факторов. Это и климатическими условиями, и отдаленностью как бы районов. И в связи с этим команда молодежного правительства подумала, как бы, чем мы можем помочь для населения. И основной целью нашего как бы, такого проекта мы поставили организацию доступных спортмассовых мероприятий с привлечением лучших тренеров нашей республики, России, для того, чтобы и молодое поколение, и подрастающие от мала до велика могли принять участие, как бы почерпнуть какие-то новые знания и, как бы, собственно говоря, приобщиться к культуре физического спорта.
Ну, то есть это все связано больше с физической культурой, да? Вот основные проекты. Да, конечно. У нас также есть еще блок и ментальной поддержки, который впоследствии будет как бы на протяжении как бы всего года. У нас практически распланированы мероприятия. Сейчас на данный момент до августа уже календарный план составлен, и там мы планируем привлечь не только специалистов из области спорта, но также и здравоохранения, и как бы великих наших мастеров. Ну, вообще такое направление, скажем так, направление здравоохранения, оно очень так активно охвачено. Помимо этого, молодежное правительство в каких сферах сегодня проекты какие-то реализует, помогает их организовать и так далее? Какие сферы они затрагивают? На самом деле у нас очень много проектов на данный момент. В год реализуется свыше 10 проектов членами молодежного правительства. На данный момент уже есть флагманские проекты, которые продолжают развитие и масштабируются на другие регионы. У нас есть проекты в сфере культуры. Сейчас вот мы как раз занимаемся активно продвижением научных кадров в культуре. Есть проекты по развитию как бы цифровизации нашего родного якутского языка и масштабированию его как бы на платформы создания как бы Рутуб, мультики на якутском языке. Также вот флагманский проект «Лига здоровья», который будет реализовываться целый год, гранты для школьников. То есть во всех областях как бы жизни у нас есть проекты. Да. Ну и итог мы видим в 2022 году. Молодежное правительство Республики Саха-Якутия вот именно по итогам деятельности попало в 5 сильнейших в стране. То есть работа ваша оценивается, да, вы не просто так работаете. И как вы считаете, что помогло вам добиться таких результатов? И вообще сразу возникает вопрос, а как попасть в ваши ряды? Возможно ли это? Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле это результаты все как бы работы команды, слаженной работы аппарата, всех членов молодежного правительства, резервистов. Наверное, стоит немножечко рассказать о том, как формируется рейтинг вообще. У нас как бы свыше 57 молодежных правительств по России. И получается, есть несколько критериев. Это работа по проектам, как и в своем регионе, так и между регионами. Взаимодействие, конечно, с регионами и государственными органами власти. Потом также помощь при создании молодежных администраций на местах, на муниципалитетах. Потом это работа со СМИ, как бы участие в форумах. И, конечно, это кадровая работа. Сколько человек у нас поступило на государственную муниципальную службу, как бы, и, как бы, в принципе, вот такие вот аспекты. Ну, конечно, как я уже отметила, это большая работа команды по формированию, заполнению рейтинга. Ну и, наверное, каждый член молодежного правительства — это своеобразный такой нынешний герой. Но как бы, мы работаем, совершая как бы акт альтруизма, помогая нашей республике. И как к нам попасть, достаточно как бы просто. У нас планово проводится кадровый набор. Об этом мы объявляем на наших аккаунтах, и также на аккаунтах Министерства молодежи. И уже исходя из как бы критерий отбора, мы формируем команду. Есть конкурсный отбор. То есть не так просто, да, туда попасть. Собственно, нужно быть, наверное, в первую очередь таким общественником, наверное, да, и все-таки... Ну, активным человеком да. в первую очередь. Да. Да. И имея активную такую гражданскую позицию определенную. Ну, безусловно, только с такой позицией и активным Попадешь, человеком можно да. быть. Ну, вернемся к Лиге здоровья, то, с чего мы начали, о чем мы в первую очередь начали говорить. Вы сказали, до августа уже программа расписана, вообще в течение года все будет проходить, до августа уже конкретика какая-то есть, когда что, ближайшие мероприятия, как, что могут ли все в этих мероприятиях принять участие, как в них принять участие, куда прийти. Хорошо. Ну, самое ближайшее, это, конечно же, 23 февраля. И мы решили приурочить как раз-таки к такой дате, Дню защитника Отечества, и провести на базе 3 спортивных клубов мероприятия, направленные как раз-таки мастер-класс по кикбоксингу, по боксу и по пауэрлифтингу. То есть каждый желающий может прийти, предварительно зарегистрировавшись по телефону. У нас все это указано в наших пабликах, на сайтах партнеров, и принять участие. Конечно же, ведущие мастера обеспечат правильную как бы технику, можно научиться, посмотреть, почерпнуть что-то для себя.
уже впоследствии заинтересоваться и, может быть, ходить на постоянной основе. Мгм. То есть это вот то, что будет совсем скоро. Почему бы не попробовать, узнать что-то новое для себя, возможно, привести своего ребенка, мужа в спортзал, поднять все-таки с дивана на 23 февраля. А почему? Вариант подарка такого. Пойдем, сходим на вот мастер-класс по кикбоксингу, а почему бы и нет? Почему бы? Ну, на самом деле, да, хорошее, приятное время Препровождение. препровождения. Да. Кристина, спасибо большое. Желаем ну, как бы успешного проведения вот этой, скажем, назовем это, череды мероприятий именно в рамках Лиги здоровья. Да и вообще желаем удачи в реализации всех проектов молодежного правительства. Ну а мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Субсидирование половины стоимости корма для лошадей масштабируют в республике. Опыт планируют принять у Чурапчинского района. Об этом стало известно по итогам совещания Айсена Николаева с главой Чурапчинского района Степаном Саргыдаевым. По словам Саргыдаева, из-за устоявшихся холодных дней практически все хозяйства перешли на подкормку лошадей. Поэтому администрация района приняла решение субсидировать хозяйствам половину стоимости дополнительного корма. Между тем, еще одним вопросом на повестке встречи стало строительство социальных объектов. В поселке Тикси на озере Мелкое, где ранее зафиксировали снижение уровня воды, рассматривается возможность установки резервного водозабора для обеспечения водоснабжения. Об этом сообщили на совещании под руководством председателя правительства республики Андрея Тарасенко. Ранее в ходе отчета правительства в Булунском районе председатель правительства поручил подготовить план восстановления трубопроводов, которые соединяли озера в поселке, но сейчас заброшены. Для организации забора воды с поверхности водохранилища ГУП ЖКХ направят в поселок материалы для устройства передвижного водозабора, включая насос и трубы. Также в поселке планируют обустроить новые охлаждающие установки, которые позволят уменьшить утечку воды. Форум молодых педагогов «Прорыв-2023», посвященный Году педагога и наставника в России, прошел в Амгинском Улусе. Программа форума включала образовательные открытые уроки, мастер-классы, неурочные занятия, интенсив-практикумы и психологические практикумы. Педагоги-наставники и специалисты из разных сфер делились своим опытом с молодыми педагогами. Также молодые педагоги получили ответы на интересующие вопросы, новые знакомства и, самое главное, яркие незабываемые впечатления. Нам как-то хотелось, ну вот мы живем себе в коллективе, да, и как-то, а по району школ-то много, и как-то хочется узнать поближе, потому что у нас районные есть встречи с молодыми педагогами, но они очень редкие, и они очень, как сказать, по-рабочему все проходит. То есть мы в один день встретились, потом мы не увиделись, потом через некоторое время встретились и так далее. А тут, получается, вот такой вот тесно форум, идея форума в том, чтобы было вот тесное взаимодействие между молодыми учителями района. В Якутске 22 февраля пройдет зимний фестиваль физкультурно-спортивного движения «Готов к труду и обороне». На соревнованиях по выполнению нормативов выступят дети со своими отцами. Они будут выполнять нормативы в беге, прыжках, отжиманию, подтягиванию. Команды будут разделены по возрастным категориям. На сегодняшний день для участия заявились около 85 команд. Победители и призеры будут награждены медалями, грамотами и подарочными сертификатами. Отцы, имеющие 2 и более детей, могут участвовать по разным ступеням. Фестиваль пройдет в спортивном комплексе «Дахсун». Впервые в Якутии официально зарегистрирована Федерация хапкидо. В планах общественной организации набор спортсменов по этому южнокорейскому виду спорта и проведение соревнования. Исполнительным директором Федерации назначен Гаврил Сивцев. Кроме того, впервые в Якутии появились судьи по хапкидо. Гаврил Сивцев и Василий Захаров прошли 3-дневный всероссийский судейский семинар в Бердске, где успешно сдали экзамены. Их уже пригласили в Москву на чемпионат и первенство России по хапкидо в качестве судей. В России ожидают принять более 2000 участников из более 250 команд, которые в следующем году приедут в Казань на первый международный турнир по фиджитал-спорту «Игры будущего».
Соревнования пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года. В программу включены 16 технологических дисциплин. Информация об играх направлена более 100 дружественным странам. 29 государств уже подтвердили свою полную заинтересованность. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в этом году на подготовку турнира из федерального бюджета будет выделено почти 1 миллиард 800 миллионов рублей, а в следующем почти 3,5 миллиарда. К этому часу у меня вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Их дружба разрушает стереотипы. Пример удивительной дружбы, за которой интересно наблюдать, показывают в ТикТоке лабрадор Дэнни и кот Сфинкс Мэнни. Друзья даже вместе идут на преступление. Конечно, в рамках квартиры. Видео с этой неразлучной парочкой набирают сотни тысяч просмотров. А в комментариях друг друга сменяют смех и умиление. Если вы еще не знакомы с хвостатой бандой, предлагаем сделать вам это прямо сейчас. Дэнни, ты можешь хотя бы часик один отдохнуть от Мэнни? Пожалуйста, я тебя очень прошу. Ясно. Лабрадора Дэнни и канадского сфинкса Мэнни можно назвать настоящей бандой. Они гуляют, спят, играют и даже хулиганят вместе. Хозяева регулярно публикуют ролики с проделками неразлучных питомцев, что сделало шкодливую парочку по-настоящему звездной. И не идет. Он ждет, когда Мэнни проснется. Не хочет его беспокоить. На видео, которое собрало более 115 миллионов просмотров, Мэнни пытается стащить угощение из кухонного шкафчика. В это же время Дэнни страхует бандита и следит, чтобы хозяева не заметили шалость. Однако хозяин животных Руслан Князев все равно сумел зафиксировать преступников на камеру. Они сразу начали воровать еду. И воровать они это у них, знаете, их даже люди прозвали ОПГ. Когда я начал заливать ролики, как они воруют еду, как они делятся между собой. Кот обычно лазил по столам, что-то оттуда стаскивал, скидывал собаке, собака чуть-чуть подъедала и оставляла, соответственно, коту тоже порцию. Самый интересный момент произошел, наверное, когда им уже был год, а ночью я проснулся от звуков, и мне показалось, что кто-то, воры, наверное, пробрались к нам в квартиру, потому что я слышу, что идет какой-то, прям вот ходит по квартире кто-то, какие-то звуки, ящики открываются. Я ночью прошел на кухню и видел, что кот стоит на столешнице, снизу тоже стоит уже Дэнни, и они открыли полку и оттуда скидывали зефирки и лопали зефир. Это было очень забавно, и я это подснял, это было весело, и это видео набрало там, по-моему, уже 1 миллиард просмотров. Дэнни, иди сходи, свет выключи. Лабрадор Дэнни самостоятельно выключает свет в квартире, а кот Мэнни радует хозяев по-своему. Катается верхом на роботе-пылесосе. После всех своих домашних дел хвостатые отдыхают на кровати в обнимку. По словам Князева, дружба между животными завязалась не сразу. Сначала Мэнни стремился установить главенство в заводной парочке, однако ему так и не удалось прогнуть конкурента. Когда они познакомились, Дэнни и Мэнни были очень характерными. И Мэнька, сколько ни лупил Дэнни, пытаясь показать, что все-таки кот главнее, у него не получилось его прогнуть. И в итоге, спустя какой-то небольшой промежуток времени, они решили, что они лучше будут не наводить порядок, кто из них будет главный, а будут, соответственно, дружить. На момент публикации на аккаунт в ТикТок, посвященный веселым шалостям Дэнни и Мэнни, подписаны более 2,5 миллиона человек. Ты знаешь, подобные истории, конечно, встречаются часто, но вот самое главное, что хозяин решил это все монетизировать. Да, монетизировать, ну и, конечно, рассказать и показать, что дружба такая существует. И, знаешь, и это яркий пример того, что, в принципе, на этом можно сделать и даже деньги. Да, и как бы вдвойне весело и забавно звучит фраза «монетизировать дружбу». Вот, но в целом, да, несмотря на то, что есть выражение, да, как кошка-собака, кошки и собаки в домашних условиях очень часто сближаются, сильно дружат. Я сам был свидетелем такого в свое время в детстве. У нас и собачка, и кошка были, и это была дружба невероятнейшая. Я про это могу рассказывать долго, но эфирное время не позволит. Поэтому вот нужно учиться. Казалось бы, два разных вида, они вот сближаются. Ну, все в этой жизни возможно, но и мы тем временем плавно подходим к концу нашего эфира, но и, как всегда, мы любим завершать эфир какими-то позитивными, красивыми, яркими кадрами, и следующий материал будет как раз про это.
Да, мы поговорим про что? Про вишневый рай. Парки провинции Фудзянь заполнились туристами с началом сезона цветения сакуры. Китайские туристы приезжают в городской уезд Джанпин в провинции Фудзянь, чтобы полюбоваться благоухающими садами, полными цветущей розовой сакурой. На кадрах можно увидеть пейзаж в разгар сезона цветения деревьев и десятки туристов, прогуливающихся по паркам. После пандемии здесь стало больше людей, не так много ограничений контроля, путешествовать стало удобней. И я приехал сюда в основном для того, чтобы фотографировать, заявил турист из Цинхуа. Каждый год в феврале и марте многие жители Китая, а также туристы, стекаются в провинции Фудзянь, чтобы понаблюдать за цветением вишневых деревьев. Действительно красивые такие пейзажи, очень красивый пейзаж, да? Я бы сказала, да, что это одно из чудес света, потому что цветение сакуры – это определенный такой момент, который привлекает многих туристов. И действительно, люди именно ради этих картинок едут специально на эти локации, чтобы восхититься этой красотой. И ты посмотри, и кадры красивые и с высоты птичьего полета, и когда ты находишься непосредственно в самих этих парках, это что-то уникальное. Да, ну, желаю каждому, наверное, хоть раз в жизни такое вживую увидеть. Ну, а мы немножко люди приземленные, нам радостно, что в феврале вот тумана нет, и хорошо нам тоже, как бы, да, сезонность такая. Февраль, конец, тумана нет, начинается весна. И скоро у нас тоже зацветет не сакура, конечно, хотя, может быть, где-то у кого-то на участке она и растет, но, тем не менее, весна, она уже близко, март вот-вот наступит, и температура снижается. Я думаю, самое время, да, и напомнить, что же за окном сегодня в столице республики нас ожидает. Ожидает нас температура в районе скольки, Даш? 35 градусов. Это было на 6 часов утра, но днем погода, конечно же, изменится. Будет минус 25 градусов, ветер северный 1-3 метра в секунду. Поэтому нужно немножко позаботиться о своем. Но уже можно и гулять одеяние по улице. Поэтому желаем сегодня с пользой день провести. Возможно, прогуляться немножко, погода позволяет. Завтра мы снова с вами увидимся.